79 человек с пневмонией сейчас находятся в больницах Северной Осетии. 4 в реанимации, 2 из них в крайне тяжелом состоянии. Таковы последние данные, озвученные министром здравоохранения республики Владимиром Селивановым. При этом за последние несколько дней летальных исходов не зафиксировано. Погибших по-прежнему 5. Среди них женщина, которая умерла от так называемого свиного гриппа. Еще 2 лечатся от этого вируса. По информации Минздрава, до начала эпидемии скончались еще 5 человек, но лабораторно не доказано, что смерть наступила от пневмонии. После стабилизации ситуации специалисты подробно рассмотрят все истории болезни, проверят их на наличие врачебных ошибок. Естественно, мы каждую историю разберем, и каждый этап будет осмотрен, просмотрен, какие действия осуществляются медицинскими работниками, почему больной поздно обратился. Естественно, на стационарном этапе. Когда поступил, во сколько поступил, какие сделаны манипуляции, необходимые для диагностики, какие сделаны врачебные назначения, как они исполнялись, какая была ситуация, что было. То есть так называемый протокол лечения больных. В Роспотребнадзоре делятся осторожным оптимизмом. Судя по всему, эпидемия идет на спад. Количество вызовов сокращается. На это влияют и наступившие морозы. При минусовой температуре вирусы не столь активны. Принимаются все необходимые меры для лечения. КБСП дополнительно получила лекарства. Их должно хватить на ближайшие 10 дней. В списке 98 препаратов. Среди них противовирусные лекарства, антибиотики, растворы и шприцы. Соответственно, пациентам не придется закупать медикаменты. Кроме того, Минздрав выделил дополнительно 12 миллионов на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, на всякий случай. Поликлиники перешли на 12-часовой режим работы с 8 до 8. Сейчас все больные сконцентрированы в КБСП. Это делается для того, чтобы не допустить в других больницах внутренних вспышек гриппа. Действует 90 коек, но в случае необходимости в течение 2 часов могут развернуть еще 40. Мы высвобождаем койки только под ОРВИ, грипп, бронхиты и пневмонии у себя. Получается так, что мы искусственно создали центр, где сконцентрировали практически всех больных. Во-первых, и контроль за ними легче вести, и лечение одно, и чтобы минимизировать потери наши. Медики также отмечают, среди заболевших детей у 10 выявлена пневмония, еще у 40 диагностированы ОРВИ и бронхит. В ДРКБ есть все необходимые лекарства, однако по-прежнему возникают проблемы с учебой. Школы закрыты на карантин. Незапланированные каникулы у ребят продолжатся до 23 февраля, а после придется нагонять программу. В общеобразовательных учреждениях будут сформированы индивидуальные учебные планы. При этом сокращение каникул возможно лишь частично. Урезать выходные намерены, при этом не нарушая требований законодательства. Окончательное решение будет принято до 1 марта. Яна Гагиева, Ацамас Кочиев, Заур Цеов, Осетия ТВ.